Президент Академии наук Абхазии Зураб Джопа представил сегодняшнего гостя Академии наук. Владимир Кляус, доктор филологических наук, заведующий отделом фольклора Московского института мировой литературы имени Горького. Он совмещает научную работу с преподавательской, редакторской и просветительской деятельностью. Нынешнее занятие нацелено на подготовку аспирантов и молодых сотрудников Академии наук Абхазии и Абхазского государственного университета. Темы лекции он сам распределит, какие будут лекции сегодня, какие 5 сентября. Это проблемы систематизации и классификации фольклора. Я считаю, очень актуальная тема. Фольклор в межэтническом пограничье на материалах российско-китайского приаргумия. Заговорно-заклинательный фольклор, обряды, текст. Следующая тема — информационные технологии, фольклористики, проблемы и перспективы. Визуальная антропология и фольклор. Затем доктор филологических наук Владимир Кляус приступил к лекции и рассказал о традициях российского фольклора в Китае. Я буду рад представить коллегам и молодым аспирантам некоторые свои соображения о фольклоре и традиционной культуре. Владимир Кляус поделился с коллегами материалами, которые он лично собрал и проанализировал во время экспедиции. Их на счету ученого более 5 десятков. Темы лекции очень разные. Первую лекцию, которую я вам сегодня представлю, она будет касаться совершенно экзотического для вас материала. Я предлагаю вам совершить путешествие в Китай и поговорить о русском фольклоре в Китае. Проведение таких лекций играет огромную роль как для аспирантов, так и для молодых ученых. На лекции они получили много полезной информации. Академические лекции у нас не первый год проходят, это уже становится традицией. И я на таких лекциях участвую уже не первый раз как слушатель. Естественно, такие лекции для аспирантов, молодых ученых очень многозначимы, они интересны. Мы получаем новую информацию, неизвестную нам. В завершении лекции Владимир Кляус поблагодарил Академию наук Абхазии за приглашение. В Академии наук Абхазии намерены и дальше использовать опыт научной работы посредством встреч со знаменитыми учеными. Тамара Ачпа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.